Добрый день, уважаемые коллеги, кто подключился к нашему собранию Республиканского методического объединения предметной области искусства, организуемым Коми-республиканским центром дополнительного образования, повышения квалификации. И сегодня мы встретились, чтобы обсудить, чтобы сделать обмен опытом по довольно актуальной теме. Тем более она актуальна, что грядет столетие Республики Коми, нашего с вами родного края. И очень важный момент, грядущий к этой юбилейной дате, это разговор о региональной культуре, о региональном искусстве и как же учреждения образования, образовательные организации занимаются разработкой, используют этнокультурный компонент в содержании своих программ. Вот об этом мы и поговорим. У нас сегодня присутствуют и очные выступления разных организаций образования и культуры, и дистанционное участие планируется, выступления учителей музыки, учителей изобразительного искусства, преподавателей, педагогов, сотрудников Национальной библиотеки. Нас ожидает очень насыщенная программа. И надеемся, что по результатам сегодняшнего мероприятия, вебинара, будет принят ряд решений, рекомендаций, с которыми можно будет ознакомиться на сайте Коми-республиканского института развития образования, которые будут озвучены в дальнейшем. И разрешите представиться. Модератором сегодняшнего мероприятия являюсь Жукова Надежда Александровна, сопредседатель Республиканского методического объединения предметной области искусства. Я являюсь методистом, преподавателем специальности музыкальное образование государственного профессионального учреждения Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Ивана Алексеевича Куратова. Являюсь сама педагогом, музыковедом, учителем музыки по своей квалификации, музыкальным руководителем. Так что мы сегодня с коллегами будем говорить об искусстве, о музыке, о региональной культуре. И первым выступлением, планируемым у нас к собранию, программа немножко изменилась, и начнем с выступления Чичкаревой Натальи Александровны, которая является заведующей практикой Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа и высокопрофессиональным специалистом в области музыкального образования. И ее выступление будет содержать в себе аспект этнокультурного компонента в реализации образовательных программ. Озвучивает Наталья Александровна, которыми руководствуются как раз в образовательных организациях. В своем выступлении я бы хотела осветить основные направления реализации этнокультурного компонента, которые определяются нормативными документами. Это позволит нам в дальнейшей работе вебинара определить, насколько теория реализуется в практике организации музыкально-образовательного процесса в школах республики. Реализация этнокультурного компонента в пространстве школьного образования сегодня регламентируется основными нормативными документами. Тихо запись. Федеральное государственное образовательные стандарты начального общего и основного общего образования. В данном нормативном документе определены четкие варианты реализации этнокультурной составляющей. Кроме того, существует еще один нормативный документ. Тормозит запись. Да, пропустим пока.
Мое выступление как преподавателя, методиста колледжа, касающееся регионального аспекта музыкальной культуры Республики Коми в системе обучения специальности музыкальное образование Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени Ивана Алексеевича Куратова. Хотела бы напомнить о мероприятиях на базе Коми республиканского института, связанных с предметной областью искусства. Это были съезд учителей недавний, семинар, методически организованный совместно с московскими специалистами. Ну и напомню, что целью концепции преподавания предметной области искусства является эффективное развитие образования в Российской Федерации, которое должно быть направлено на формирование конкурентоспособного человека, обладающего устойчивой системой ценностей, высокой нравственностью, при этом способного к творческому саморазвитию. Одним из принципов этой концепции является защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства. Как мы уже с вами все готовимся к преддверии столетия Республики Коми, который наступит в августе 2021 года, проводится ряд мероприятий, конференций учреждениями различными нашего региона. И, конечно же, особенности региональной культуры и политики сказываются на содержании образовательного процесса практически во всех организациях нашей республики. И одна из старейших организаций – это Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж. Я представляю отделение музыкального образования, дизайна и сервиса этого колледжа, который реализует программы нескольких специальностей. И вот одна из них, старейшая специальность колледжа – это специальность музыкальное образование, выпускники которой востребованы и работают по всей республике и за ее пределами. Данное выступление я прокомментирую слайды, которые представлены, будут вашему вниманию. Вот тут спектр деятельности студентов, прежде всего нашей специальности, различных аспектов: исполнительский, конкурсный момент, внеурочная деятельность. И на данный момент, в данное время, последующим направлением идет, этнокультурная составляющая пронизывает все виды практики и профессиональной дисциплины нашей специальности музыкальное образование. И этого бы не произошло, если бы у нас на отделении музыкальном в свое время не работали бы профессиональные композиторы, которые пишут музыку. О них будет разговор. Прежде всего, это Ирина Викторовна Блинникова. И частые гости нашего колледжа также являлись профессиональные композиторы Республики Коми. Так что разговор о музыкальной культуре, об искусстве региональном поддерживается постоянно в различных аспектах. Вот вашему вниманию и прежде всего региональная составляющая определяется потребностями программ школы и детских образовательных учреждений. Наши студенты получают квалификацию учитель музыки, музыкальный учитель. И в целях помощи по реализации и регионального, и культурного компонента существует раздел профессионального модуля, который называется «Коми-композиторы детям». И в помощь студентам на данный момент собран значительный методический, музыкальный, практический материал, который наши студенты реализуют на практике в детском саду, на уроках музыки в школе, во внеурочных мероприятиях. Значительно оказала организация научного студенческого общества на нашей специальности, в нашем отделении. И одним из направлений была как раз региональная культура и искусство. Конечно, о содержании уже регионального искусства и музыкальной культуры я буквально немного скажу. Конечно, республика обладает уникальным фольклором, песенным, своим национальным инструментарием народным, разнообразно
по жанрам, по тематике творчества профессиональных композиторов. И все эти особенности явились содержанием деятельности студентов и преподавателей, легли в основу содержания исследований, работ, выступлений наших преподавателей и студентов. И вашему вниманию как раз представлены произведения и направления деятельности, связанные с творчеством композитора Ирины Викторовны Блинниковой. Тема Севера и Коми края является одной из ведущих в творчестве этого композитора. И одним из достижений научного студенческого общества явился мультимедийный проект «Герои Коми мифов и легенд» в музыке композиторов Республики Коми. И специально для этого проекта была осуществлена видеозапись пьес. Сан Михайлович ушел, и сейчас постараемся посмотреть, послушать одну из пьес Ирины Викторовны Блинниковой, которая называется «Егмурт», один из важнейших персонажей коми-мифологии. Нет. Когда видно? Потому что я не помню, что это делаю. Как это все видно на экране? Я не знаю. Такая пьеса яркая, и исполняет ее Туктарева Дарья, выпускница 2010 года. Проектов. И в целях профессиональной направленности наших студентов, буквально к 40-летию недавно Союза композиторов реализовался проект «Фестиваль мини-класс» для студентов второго курса, будущих специалистов, музыкальных руководителей, учителей музыки. И вот вашему вниманию представлены фотографии финала этого мероприятия. И каждый студент должен был исполнить пьесу композитора Республики Коми на фортепиано или на баяне или аккордеоне. Студенты с успехом справились с задачей и составили методические материалы в рамках этого конкурса. Я уже упоминала имя Ирины Викторовны Блинниковой. С ее творчеством связано проведение большого количества мероприятий, творческих вечеров. И моменты этих событий также запечатлены на экране. Вы можете видеть юбилейный творческий вечер композитора, музыковеда, педагога Ирины Блинниковой. И в рамках сотрудничества с учреждением культуры и искусства нашей республики студенты специальности музыкальное образование приняли участие в проекте «Песенный камертон», посвященном творчеству Александра Георгиевича Осипова. У нас сегодня в студии как раз специалист Национальной библиотеки Центра музыкального наследия имени Александра Георгиевича Осипова. И юные исполнители исполнили песни и романсы этого первого профессионального композитора Республики Коми, большинство из которых на коми языке. С Мином Эжволой мы сможем посмотреть? Включаю. Вот. Мином Эжволой. Фрагмент романса Александра Георгиевича Осипова «Мином Эжволы, моей Эжве» исполняет студентка первого курса на тот момент.
Ну, так пойдем дальше. Вот Чичкарева Наталья Александровна может снова появиться? По техническим причинам не получилось. Ну, тут достаточно тогда, да? Достаточно уже. Презентацию только мне. Нашими студентами совместно с преподавателями подготовлены специальные лекции, концерты, которые затем являются средством для того, чтобы проводить мероприятия в школе, в детском саду. И собирается фактически исполнительский материал, накапливаются, развиваются различные навыки лекторской работы. И вот озвучу некоторые события недавних лет. Это лекция-концерт памяти Александра Георгиевича Осипова и Якова Сергеевича Перепелицы, наших знаменитых, замечательных композиторов, а также вновь мероприятие, посвященное творчеству Александра Георгиевича Осипова. То есть юбилейные даты они стимулируют появление материала различного, исполнительский момент развивают. Ну и все-таки у нас образовательное учреждение, специальность музыкальное образование, и наши студенты, выпускники завершают свое обучение выпускной сейчас квалификационной работой, систематически занимаются учебно-исследовательской деятельностью. И вот среди учебно-исследовательских работ также выделяется несколько посвященных региональной тематике, региональной культуре. И работа выпускницы 2019 года Мельниковой Марии посвящена творчеству Якова Сергеевича Перепелицы. И называется она «Проект творчества Якова Сергеевича Перепелицы детям и юношеству». Ну, материалом для данной работы послужили выступления студентки на конференциях, подготовка различной информации. И итогом стал продукт информационный, это пособие, которое так и называется «Творчество Якова Сергеевича Перепелицы детям и юношеству». На слайде вы видите, на экране видите моменты этого проекта, различных этапов. Это выступления перед студентами, уроки музыки в школе, выполнение различных информационных продуктов, которые уже получили положительные отзывы среди общественности Сыктывкара и республики. Также напомню, что преподавателями совместно со студентами на нашей специальности подготовлен ряд учебно-методических пособий, мультимедийных проектов. И с этой информацией можно ознакомиться, обратившись, в частности, и к Копняк-Жуковой Надежде Александровне за консультацией. И одним из направлений, довольно серьезных и уникальных в своем роде, является турнир по музыке для школьников, о котором уже в течение этого года была различная информация, в частности от меня на вебинарах. Я хотела бы узнать, у нас выступление Натальи Александровны Чичкаревой может подключиться, или мы переходим к турниру уже? А кто у нас сейчас должен? Ну, Чичкарева Наталья Александровна... Это видео включить? Да, видео Наталья Александровна, тогда уже потом турнир пойдет. Давайте мы предоставим ссылку на запись, Давайте. и люди сами посмотрят. Хорошо, Потому хорошо. что плохо слышно запись. Я ее редактирую и всем вышлю ссылку. И, внимание, поступила информация, что выступление Натальи Александровны Чичкаревой, посвященное очень актуальному направлению
федеральных государственных стандартов, вы можете посмотреть уже по ссылке, которая будет предоставлена для вас. В чате, да? Да, в чате или, ну, будет дана информация, где ознакомиться с этим выступлением. Я уже говорила о уникальном образовательном проекте для школьников в нашей республике. Это турнир по музыке. И проведено на 2020 год 6 турниров, 3 городских и 3 республиканских турнира. Вот на экране вы видите моменты этих мероприятий. Турниры не состоялись бы, если руководство отделения и специальности не стояла Елена Юрьевна Уточкина, кандидат педагогических наук, и не было бы соответствующей базы на отделении, на специальности. Напоминаю, что почти 4000 школьников приняли участие за практически 10 лет существования турниров. Членами методической комиссии, оргкомитета являются преподаватели специальности музыкальное образование, руководство колледжа и специалисты из Министерства образования Республики Коми. Задачи турниров, конечно же, связаны с повышением уровня музыкальной культуры и с престижа предметной области искусства, предмета музыка, развитие творческих способностей, так как задания, в общем-то, комплексные, связанные и с слуховыми заданиями, с владением информацией о культуре, искусстве. Так что это синтезированные задания, а не только связаны с музыкой. Третьего республиканского турнира, который получил тематическое название «Край ты мой, Рябиновый», это строчка из песни Якова Сергеевича Перепелицы, послужило мероприятие, организованное также Сыктывкарским гуманитарным педагогическим колледжем, республиканский круглый стол, реализация этнокультурного компонента федеральных государственных образовательных стандартов в музыкальном образовании. Это мероприятие собрало свыше 100 слушателей, как очно и дистанционно, из различных уголков районов Республики Коми и получила довольно положительные отзывы и резонанс. Ссылку на информацию о круглом столе можно будет увидеть в конце моей презентации на сайте нашего колледжа. Итак, о турнире нам «Край ты мой, Рябиновый», третьем республиканском, подключается к нашему разговору представитель методической комиссии турнира, преподаватель колледжа Малахова Анастасия Николаевна, которая участвовала в разработке заданий. И наш разговор пойдет и об итогах, и о содержании первых 2 этапов. Напомню, что структура трехэтапная республиканских турниров. Анастасия Николаевна, присаживайтесь. Поближе, меня видно ли? Запоминать. Тогда презентацию. Ну, давайте, может быть, я просто подвинусь. Презентацию нет. По турниру отдельно презентация сейчас. Я ее открыла. Николаевна, вы тогда можете начинать. Хорошо. Подключимся уже. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Я немного расскажу об итогах большого культурно-образовательного проекта, который был реализован Сыктывкарским гуманитарно-педагогическим колледжем имени Куратова совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Это о третьем республиканском творческом турнире школьников по музыке «Край ты мой, Рябиновый». Он был приурочен к столетию основания Республики Коми. Турнир проводился в целях воспитания патриотических чувств к малой родине, повышения уровня музыкальной культуры и развития музыкально-творческих способностей. Впервые турнир проводился для учащихся начальной школы. В этот раз участниками турнира явились обучающиеся 4-х классов общеобразовательных организаций Республики Коми.
Турнир состоял из 3 этапов, реализуемых в период с 14 ноября 2019 года по 10 сентября 2020 года. Всего в турнире приняли участие 637 учащихся из 5 муниципальных образований Республики Коми, в том числе Воркутинского, Прилузского, Сыктывдинского, Сыктывкарского и Ухтинского. Первый, так называемый школьный этап турнира, прошел в период с 14 по 23 сентября 2019 года в дистанционной форме. Первый этап включал выполнение теста, направленного на выявление представлений детей о разновидностях коми-народных инструментов, о творчестве композиторов Республики Коми, о персонажах легенд и сказок народа Коми, воплощенных в музыкальных жанрах, о коми-народных песнях. Вопросы касались как общей эрудиции учащихся, так и специальных знаний, полученных в рамках уроков музыки по теме данного турнира. Тестирование было проведено в режиме онлайн в системе дистанционного обучения Moodle. В первом этапе турнира приняли участие 13 образовательных учреждений Республики Коми. Второй, так называемый муниципальный этап турнира, прошел уже с 17 по 22 февраля 2020 года, также в дистанционной форме. Он включал в себя теоретический тест, музыкальную викторину, а также интересное творческое задание. Учащиеся должны были изготовить музыкальный инструмент, не имеющий аналогов, причем из природных материалов, а также сочинить сказку об этом музыкальном инструменте. Ребята с большим интересом выполнили это домашнее задание. И по окончанию второго этапа уже в финал, да, у нас вышли 6 команд. Итак, согласно положению, в соответствии с рейтингом, эти команды были допущены к финальному, к третьему этапу турнира. Третий этап турнира предполагал, конечно, очное участие вышедших в финал команд. В составе команды должно было принять участие по 5 учащихся. Но, как все вы, наверное, хорошо знаете, в связи с введением ограничительных мер, связанных с появлением новой коронавирусной инфекции, заключительный этап турнира был проведен в период со 2 по 10 сентября 2020 года уже в смешанной форме. 2 задания необходимо было выполнить в дистанционной форме, учащиеся присылали видеоролики, а 1 задание выполнялось онлайн посредством видеосвязи. Дистанционные задания демонстрировали музыкально-исполнительские умения детей в виде игры на инструментальных инструментах. Это был инструментальный ансамбль с использованием изготовленного детьми ранее музыкального инструмента. Ну а также необходимо было исполнить коми-народную или авторскую песню. Онлайн-конкурс включал задания, направленные на выявление музыкального и общего культурного кругозора, а также музыкальной грамотности детей. Это владение специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства. Работу финалистов оценивало компетентное жюри. В его состав вошли следующие представители. Это заслуженный работник Республики Коми, член Союза композиторов России, лауреат Государственной премии Республики Коми, музыковед Ирина Викторовна Блинникова. Она являлась председателем жюри. Также членами жюри стали следующие работники. Это Ирина Васильевна Галушка, почетный работник образования, общего образования Российской Федерации, заведующий музыкальным отделением Государственного профессионального учреждения гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юрия Спиридонова. Овсянникова Вера Анатольевна, преподаватель Государственного профессионального образовательного учреждения Республики Коми, колледж искусств. И Наталья Викторовна Шестакова, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования, районный центр внешкольной работы села Выльгард. По результатам экспертных оценок жюри призовые места у нас распределились следующим образом. Гран-при турнира было присуждено
муниципальному автономному образовательному учреждению средняя образовательная школа села Летка Прилузского района. Команду подготовила учитель музыки Елена Анатольевна Плоскова. Первое место досталось Зеленецкой средней школе. Здесь руководителем была учитель музыки Ирина Александровна Клеменова. Второе место было получено гимназии номер 2 города Воркуты, учитель музыки Екатерина Михайловна Щукина. Ну а на третье место вышла средняя школа номер 1 города Сыктывкара. Здесь команду подготовила Людмила Александровна Мазымова. Ну а также две команды, это команда школы села Обьячево Прилузского района и средняя школа номер 2 города Ухты, были отмечены призами в номинациях. Это такие номинации, как «За сохранение музыкальных традиций Республики Коми», и вторая номинация, которая ушла как раз-таки к школе номер 2 города Ухты, это «За преданность национальной музыке». Нужно отметить, что все финалисты продемонстрировали интерес к теме турнира, а также высокий уровень мотивации к выполнению предложенных заданий, музыкальные и творческие способности. Ну и в заключение своего небольшого выступления хочется отметить, что постижение национальной музыкальной культуры вот в такой активной форме, как показал турнир, конечно, способствует развитию интереса и восприимчивости к региональному искусству, формированию слушательской культуры и росту национального самосознания, а также формированию духовной культуры подрастающего поколения. Спасибо, Анастасия Николаевна. Спасибо. И в качестве... В качестве небольшого заключения по итогам третьего республиканского турнира хотелось бы показать работу команды победителя Гран-при. Это команда школьников 4 классов села Летка Прилузского района Республики Коми. Покажем в исполнении этой команды звучание инструмента, который они изготовили, и придумали аранжировку. Показываем вступление. Так, инструментальный ансамбль. Разворачивай это.
Спасибо нашим юным участникам турнира за такое позитивное командой, учитель музыки, педагог дополнительного образования школы села Летка Плоскова Елена Анатольевна. Мы ее подключаем или показываем в записи. Елена Анатольевна, вы нас слышите? Мы можем показать вашу запись. Показ, да? Да, я слышу вас. Так, мы показываем запись выступления Елены Анатольевны на тему «Национальная культура и искусство в системе музыкального образования школьников из опыта работы». Где это запись? Из папки, да, показывать? Так, вот, Добрый день, уважаемые коллеги. Я работаю в своей родной школе более 30 лет и в процессе многолетней педагогической деятельности убеждаюсь, что тема этнокультурного образования детей при общении к музыке своего народа является особо актуальной, потому что это наша история, наш язык, наши традиции. И сегодня мне хотелось бы показать, как реализуется региональный компонент в нашей школе посредством различных средств в рамках предметной области искусства. В формате уроков музыки работа строится в основном по нескольким направлениям. Это изучение творчества профессиональных и самодельных композиторов коми, исполнителей, как солистов, так и коллективов, музыкального инструментария, традиций и особенностей национальной музыки. В целом, региональный компонент в программе предмета занимает очень небольшой процент по времени. Поэтому данный материал стараюсь распределить на несколько уроков и в каждом классе, и в контексте основной темы. В своей работе, как в урочной, так и во внеклассной деятельности, использую различные источники об искусстве народа коми: альбомы, литературные сборники, авторские песенные диски самодеятельных композиторов и творческих коллективов Республики Коми. Источником песенного материала являются традиционные сборники для детей. Много материала собрано из детского журнала «Пекин». В моей практике наиболее доступны и популярны песни таких авторов, как Геннадий Попов, Николай Тюрнин, Иван Козлов, Горчаков и другие. Ну и, конечно же, народные песни. Неотъемлемым элементом изучения музыкальной культуры на уроках является знакомство и использование коми народного инструментария. Музицирование всегда вызывает большой интерес у ребят. С этой целью в кабинете музыки собрана большая коллекция подобных инструментов. Часть инструментов изготовлена руками наших ребят в качестве зачетных и проектных работ в кабинете технологии. Некоторые инструменты приобретены как изделия профессиональных мастеров. Ну, конечно же, они дороговато стоят. В связи с открытием нового здания нашей школы 4 года назад из Москвы к нам поступили большие наборы красочных русских народных инструментов в мастерской Серебрякова. Как известно, инструменты разных народов по природе своей аналогичны, и поэтому мы их тоже активно используем в своей творческой деятельности. В общей сложности в нашем арсенале в настоящее время около сотни самых различных инструментов для детского музицирования. Работа над региональным материалом продолжается и во внеурочной деятельности. Одним из наглядных средств популяризации песенного творчества коми является деятельность вокальной группы «Лирика». На вокальных занятиях идет кропотливая работа над текстом, музыкальным образом, сценическим движением. Коллектив довольно успешно несет коми-культуру в массовую среду и принимает участие в конкурсах, фестивалях различного уровня. Например, ровно год назад, приняв участие в заочном туре всероссийского конкурса «Педагог-музыкант 21 века», мы были приглашены в Москву на очный тур, где представили коми-репертуар в номинации «Музыка моего народа как национальное достояние России». Конкурс был инициирован Московским государственным педагогическим университетом и проходил в Доме национальностей. В результате за сохранение народных традиций коллектив был награжден дипломом лауреата конкурса и почетной грамотой постоянного представительства Республики Коми при президенте Российской Федерации. Нам было очень приятно.
направлений федеральных государственных образовательных стандартов является проектно-исследовательская деятельность. В послеурочное время юные исследователи изучают культуру родного края, разрабатывают проекты. Такие исследовательские работы, как «Народный праздник Луза-Дорсакаш», «Коми национальная кухня», «Гимн Прилузского района» представлены и отмечены дипломом лауреатов на различных республиканских научных конференциях. А совсем недавно в рамках республиканского грантового конкурса «Народный бюджет в школе», посвященном столетию республики, инициативная группа успешно представила свой творческий проект «Народные напитки», цель которого – изучение и популяризация коми-музыкального творчества в местном социуме и впоследствии приобретение коми-народных концертных костюмов. Большим подспорьем формирования интереса и воспитания любви и уважения к национальной культуре являются проводимые в онлайн-формате олимпиады, марафоны, акции. За последний год наши ребята успешно приняли участие в онлайн-мероприятиях, таких как культурный норматив школьника, культурный марафон, этнографический диктант. Мы очень рады, что в этом году команда нашей школы, приняв участие в республиканском турнире по музыке «Край ты мой любимый», удостоена высокой награды, диплома и кубка Гран-при. В результате участия в турнире повышается интерес к региональной музыке, уровень музыкальной культуры, творческие способности и, конечно же, престиж нашего предмета музыка в школе. Свой опыт в реализации регионального компонента транслируем в педагогическом сообществе. В соавторстве с коллегой коми-языка разработан интегрированный урок по изучению коми-музыкальных инструментов. В рамках районного клуба «Учитель года» мы показали данный урок в школах нашего района, в кадетской школе города Сосногорска, на методических семинарах, педагогических мастерских. А методическая разработка данного урока заняла призовые места в муниципальном и республиканском этапах конкурса по этнокультурному образованию, проводимым КОМИ Республиканским институтом развития образования. И также в составе творческой группы педагогов актуальность регионального компонента была продемонстрирована в ходе мастер-класса на Всероссийском фестивале клубов «Учитель года» в городе Туба. Таким образом, организована и осуществляется учебная творческая работа по реализации регионального компонента в нашей школе. Есть, конечно, и проблемы. К сожалению, изучению коми-языка в школе уделяется очень мало времени, и поэтому возникают сложности в работе над письменным текстом. Еще хотелось бы иметь качественный, обновленный набор коми-инструментария, больше интересных детских песен на коми-языке и доступных фонограмм. И в заключение мне хотелось бы пожелать всем нашим учителям музыки творческих успехов, увлеченных учеников. Спасибо за внимание. Благодарим Елену Анатольевну. Нашей национального компонента в Республике Коми. И Елена Анатольевна затронула важный аспект репертуара для детей, который как раз-таки является содержанием и уроков, и внеклассных мероприятий, кружков и ансамблей. Но каждая организация, каждый учитель творчески выходит из этого положения, и песни на коми-языке, песни композиторов, народные песни, они звучат и являются ключевым содержанием уроков музыки. И Елена Анатольевна является выпускницей специальности музыкальное образование. И вот с опытом еще одной выпускницы 2006 года кратко хотелось бы познакомить вас. Это Подорова Наталья Алексеевна, и учитель музыки средней образовательной школы номер 33 города Сыктывкара, и опыт учителя коми-языка Чувюровой Юлии Алексеевны. Вы видите моменты деятельности этого небольшого коллектива, и актуальным направлением
деятельности Натальи Алексеевны Подоровой в содружестве с Юлией Алексеевной является ансамбль коми-народных инструментов для учащихся, который называется «Щарганьяс». И освещу цель, главная их деятельности — приобщение детей к культуре и традициям коми-народа через знакомство с коми-народными песнями и коми-народными музыкальными инструментами. То есть деятельность кружка, ансамбля связана с исполнением вокальным фольклорных песен и с исполнительством на инструментах. И в качестве примера приведу небольшое выступление коллектива школы, очень красочные в костюмах. Это будут обычные школьники, но очень заинтересованные, любящие свой край и с интересом занимающиеся в этом ансамбле. Я просила его открыть, но он теперь уже не читается, да? На демонстрацию экрана тогда нажать снова. Вот такие особенности, что этот видеофрагмент продемонстрировать вам нет сейчас возможности, но это будет все в записи, да, конечно, с разрешения учителя музыки. Мы уже получили разрешение на показ, соответственно, можно будет ознакомиться. Дети с большим интересом поют песню «Ош», и с ней мы еще познакомимся. Так что опыт школ довольно разнообразный, и небольшую информацию можем еще раз, да? Давайте. И подведя небольшой итог работе школ, потому что сейчас будет выступление уже представителей других организаций. Конечно, каждый учитель, руководитель организации выходит творчески по-своему. И наша специальность музыкального образования, конечно, делает все возможное, чтобы наши выпускники владели информацией о коми и региональной культуре. И, конечно, они в хорошем смысле заражали своим творчеством уже подопечных. Это учеников в школе и юных воспитанников. И к нам присоединяются коллеги из гимназии искусств Республики Коми и Национальной библиотеки Республики Коми. И приглашаю к рассказу о региональных особенностях преподавания в гимназии искусств Моисеевич Ольгу Александровну, преподавателя, руководителя методического объединения музыкально-теоретических дисциплин. Нет, показывать ничего не надо. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Я хочу себя увидеть, если можно. Пока, да. Нужно экран разворачивать? Я его не разворачиваю. Ну все, хорошо, тогда оставьте. Меня видят. Александра, давайте с интересом вас послушаем. И не можете включить, чтобы я видела? Ну, вас будет видно. Ну, хорошо. Добрый день, дорогие коллеги. Я первый раз участвую в таком вебинаре, поэтому мне не совсем понятно. Мне сказали, что будет видно и понятно все как в Zoom, но пока что я не могу сообразить, как это все выглядит, но ничего, попробуем. Итак, моя тема — региональные особенности дополнительного образования на примере гимназии искусств при главе Республики Коми. Конечно, говоря о дополнительном образовании в Республике Коми, спасибо, я потом сама пощелкаю. Да, мне обратно можно? Хорошо. Я говорю, мне бы включить экран, где бы я себя видела, мне было бы спокойнее. Коллеги,
Итак, конечно, главное, о чем я буду говорить, если говорю о дополнительном образовании, конечно, основная моя тема – это дополнительное музыкальное образование, причем в гимназии оно является предпрофессиональным, поэтому и даже профессиональным, потому что пару лет назад гимназия получила статус профессионального учебного образовательного учреждения, в связи с тем, что хореографы получают у нас в гимназии профессиональное образование. Но прежде чем говорить об этом, конечно, нужно поговорить немножко вообще об особенностях нашего региона, вообще об особенностях музыкального образования в регионе. И поэтому одной из первых особенностей я сейчас вижу и понимаю, что это огромная удаленность, большая удаленность вообще всех наших музыкальных школ друг от друга, потому что большие территории региона не позволяют очень часто нам сотрудничать и взаимодействовать друг с другом. Слава богу, может быть, мы скажем спасибо пандемии и самоизоляции, что теперь вот есть такой формат и есть такая возможность общаться в вебинарах, общаться в Zoom, в онлайн и так далее, но тем не менее, живое общение не заменит ничего, и поэтому вот эта большая разобщенность школ, очень часто в отдаленных уголках республики школы не имеют достаточного оснащения, не имеют достаточного музыкального инструментария или не того качества инструментария, не имеют достаточной возможности, достаточного количества преподавателей, достаточного количества кадров профессиональных, особенно в предметах музыкально-теоретического цикла. И это, конечно, одна из важнейших проблем, которую мы стараемся решить в республике и на базе гимназии, и я, как по совместительству преподаватель колледжа, мы все усилия предпринимаем для того, чтобы воспитывать новые кадры и так далее. Так вот, если к разговору о новых кадрах. Когда-то в 1939 году появилась первая музыкальная школа у нас здесь, в Сыктывкаре, в столице. И уже тогда, в этой первой музыкальной школе, несмотря на то, что практически все музыкальные школы в республике были открыты людьми с блестящим образованием, которые были вынуждены по разным сложным идеологическим, политическим и так далее причинам остаться здесь, в республике, не имели возможности вернуться в Москву, в Санкт-Петербург, в большие крупные города, откуда они приезжали. Это были и профессора консерваторий, и заслуженные народные артисты блестящих столичных театров. Здесь они нашли себе применение, здесь они открывали музыкальные школы. И вот в 1939 году открытая детская музыкально-хоровая школа, как она сейчас называется, Сыктывкарская, она испытала сразу большой дефицит хороших профессиональных качественных кадров. И если сначала этими кадрами насыщалась республика вот в связи с тем, что в республике отбывали заключение многие люди с хорошим музыкальным образованием, то потом стала просто острейшая необходимость в воспитании собственных национальных кадров. Поэтому неудивительно, что буквально через 3-4, почти через 4 года после открытия первой музыкальной школы появляется колледж, сейчас называется колледж училище искусств. Опять же в Сыктывкаре, для того, чтобы кадры воспитывались, для того, чтобы кадры поставлялись по всей республике. Как только появились первые выпускники училища, как только появились первые выпускники колледжа, они сразу же стали разъезжаться по всем уголкам республики и открывать новые музыкальные школы вместе с теми специалистами, которые уже были на местах. В 50-е годы были открыты крупные, такие уже с богатыми традициями школы Воркуты, Ухты, Инты. В 60-е годы за ними идут школы Усть-Цильмы, Кайгородка, Обьячево и так далее. Есть, конечно, у нас совсем молодые школы, которым еще нет и 50 лет, которые были открыты
позже 70-х годов. Есть школы совсем юные, которым нет даже и 30 лет, и у которых, конечно, еще нет развитых и глубоких серьезных традиций в преподавании, но тем не менее школ в нашей республике около 40. И во всех этих школах, несмотря на удаленность, несмотря ни на какие трудности, абсолютно во всех этих школах включается в общие программы, в исполнительские, в теоретические, региональный, национальный компонент. И это очень важно для сохранения традиций и для сохранения, и для развития их, конечно, и передачи будущим поколениям. Беспрецедентное внимание в последние 2 года обращено нашим Министерством культуры на оснащение музыкальных школ республики. Это, конечно, очень серьезный фактор для улучшения работы в школах, потому что поставляются музыкальные инструменты, поставляются новые технологии, компьютеры, обеспечиваются всем необходимым школы, выделяются огромные деньги для этого. И я считаю, что это давно должно было быть сделано давно, но именно сейчас этой работе уделяется огромное внимание и, конечно, огромная благодарность за это Министерству культуры, что оно все-таки взялось за материальное оснащение и инструментальное оснащение наших школ. Серьезную работу выполняют республиканские конкурсы и олимпиады, которые не только дают детям возможность выступать, они дают возможность преподавателям объединиться, они дают возможность преподавателям найти какие-то общие интересы, проекты и поднимать культуру Коми-края. Это был прекрасный проект «Детская филармония», в которую приезжали дети со всех школ республики и выступали. Это был прекрасный проект. Теперь этот проект, который закрылся 2 года назад, «Детская филармония», к сожалению, является ежегодный концерт «Таланты 21 века». Теперь на этот концерт каждый год отбираются лучшие ученики и приезжают со своими преподавателями и выступают с симфоническим оркестром. Да, чуть позже я начну про гимназию и расскажу, и пощелкаю, уже все покажу, что хотела бы показать. С колледжем искусств существуют очень плотные связи, проводятся совместные конкурсы. Очень близка к нашему региону Республика Карелия, и вот совсем недавно был проведен Глазуновский диктант, в котором участвовали ученики и школ, и колледжа, и прежде всего вот наши гимназисты. И есть хорошие победители, очень интересный проект. Всероссийская акция это была. К сожалению, в нашем регионе нет музыкального вуза. Это еще одна особенность региональная. Ну и, может быть, и не должно быть его, потому что нет и кадров, которые были бы собраны здесь, профессорский, педагогический состав, который мог бы стать основой такого музыкального вуза. Здесь нет, к сожалению, у нас даже акустического зала, даже в столице республики. К сожалению, эта проблема постоянно проговаривается, озвучивается среди профессиональных музыкантов. И, конечно, это не дает возможности ребятам, может быть, сразу изначально поступая в школы, понимать будущее своей музыкальной профессии. Да, это создает определенные сложности. И то, что нет большого симфонического оркестра в республике, и то, что нет больших серьезных коллективов профессиональных, в которых могли бы потом играть наши выпускники. И то, что, я имею в виду классических, народных, джазовых, больших оркестров. Масса проблем существует, но тем не менее традиции
сохраняются, традиции передаются, и профессионалы воспитываются всяческими способами, в том числе и в предпрофессиональном образовании гимназии искусств. Еще одна уникальная особенность Республики Коми – это вот как раз наше государственное профессиональное образовательное учреждение гимназия искусств при главе Республики Коми. Дело в том, что на рубеже 20 и 21 веков во многих регионах России стали появляться, возникли вот такие специализированные школы, гимназии искусств, деятельность которых как раз и направлена на создание условий для обучения и воспитания детей из разных городов и районов края, республики, области, порой даже из самых-самых отдаленных уголков. И воспитанники в таких учебных заведениях, они получают не только полное начальное, но и дополнительное образование, чаще всего предпрофессиональное. В сфере искусства, в музыке, в изобразительном искусстве, театральном, хореографическом гимназия искусств осуществляет предпрофессиональное образование на 5 отделениях. Это музыкальное, хореографическое, художественное, театральное, ну и не предпрофессиональное, конечно, но среднее полное образование на гуманитарном отделении. Подготовка вот таких конкурентоспособных кадров для поступления в СУЗы, в вузы, для дальнейшего обучения наших выпускников предполагала, что программы обычные федеральных государственных требований, в смысле федерального стандарта, они будут переработаны и адаптированы специально для такой гимназии искусств, предположим. И новый подход к содержанию таких программ, он предполагает увеличение объема материала, ну и, конечно, безусловное, обязательное включение в него регионального компонента. Да, у меня не очень много времени, поэтому я хочу просто пробежаться, подготовила интересные картинки, не презентацию в ее полновесном, так сказать, смысле, а просто хорошие фотографии, которые показывают деятельность дополнительного образования на базе гимназии искусств. Это не только введение компонента в программы исполнительские, хоровые, предметы теоретического цикла, изучение творчества коми-композиторов, исполнение их произведений. Это не только изучение коми-орнамента и коми-быта, создание коми-костюмов и так далее. Это не только фольклорные коллективы, это не только разнообразная деятельность театральных отделений, не только постановка балетов коми-композиторов и постановка спектаклей коми-драматургов, но и разнообразная деятельность, которая, например, осуществляется в этноцентре. Вот хочу показать вам некоторые фрагменты. Вот так, да, мне надо, наверное, или куда? Ну вот, я отсюда не вижу просто. Не разворачивали. Начать можно сначала сделать? Тогда шоу костюм. Нет, начать показ сначала. Ну пусть, хорошо, пусть будет так. Итак, все знают здание нашей прославленной гимназии, и мы двигаемся дальше. Вот я сказала несколько слов об этноцентре, это уникальное место в нашей гимназии, которое работает по методам этнопедагогики. Вообще рубеж 20-21 века называют в России этническим ренессансом, то есть возрождением серьезного отношения к программам введения региональных компонентов. Вот фольклорные экспедиции, в которые педагоги и учащиеся собирают фольклорный материал. Это работа отрядов вахты памяти, которые изучают историю
очень важную, это работа туристических отрядов, которые изучают не только географию, историю и культуру родного края, но и постигают родной край, его природу прямо вот в непосредственном с ней общении, проводя на природе многие часы и дни. Это, как я уже сказала, работа исполнительская, когда исполняются произведения коми-композиторов и народного творчества. Это работа хоровых коллективов, это постановка спектаклей коми-композиторов, балетных, постановка драматических спектаклей. Это исполнение актерами театрального отделения, учащимися театрального отделения и его фольклорной части, исполнение коми-народных песен и составление больших вокально-литературных и музыкально-литературных композиций. Это изучение коми-языка. Причем в гимназии осуществляется изучение языка в двух направлениях. И как родного коми-языка, те дети, которые приезжают из отдаленных деревень, они не теряют связи со своими близкими, они не теряют связи со своей родиной, со своими корнями. Они изучают свой язык как родной, и приезжая домой, они могут совершенно спокойно и, наоборот, повышая уровень литературный, общаться со своей семьей. Это изучение коми-языка как второго государственного языка, как неродного, всеми учащимися гимназии тоже. Я не могу не поделиться, конечно, и своими наработками по введению регионального компонента на уроки сольфеджио и музлитература. Вот мной и моей коллегой Еленой Гелевной Грачевой было создано пособие для уроков сольфеджио, в котором есть, например, если вы обратите внимание на эти ноты, ну, просто один маленький фрагмент. Использование на уроках сольфеджио с различными методами, работа с песнями, коми-народными песнями. Вот «Козье-козье» вы видите, и «Мелу-квифты», «Мади». Дальше работа с пособием Веры Васильевны Лемы, которое давно у нас началось, где собраны огромное количество коми-песен и песен коми-композиторов для уроков сольфеджио, и сейчас уже в новом, свежем, более красивом варианте оно, изучение коми-народных инструментов, не случайно здесь эта картинка, изучение серьезное, и в том числе прикосновение к ним, пробовать на них играть, знакомство с нашими коллективами фольклорными, изучение творчества композиторов, изучение коми-народных, фольклорных традиций, инструментов, вот как я уже говорила. Ну и я не могу не остановиться еще на одну буквально полминутки на нашей уникальной республиканской олимпиаде по музыкально-теоретическим дисциплинам «Музыкальные игры». Этот проект осуществляется уже с 2010 года. Осуществляется он раз в 2 года. И, к сожалению, вот в этом апреле не смогла пройти Олимпиада по понятным всем причинам. Но она обязательно состоится когда-нибудь в ближайшее время. Так вот, по уникальности этот проект, своей уникальностью он заинтересовал огромное количество людей, профессионалов и в наших столицах, и даже за рубежом. Все бы хотели в нем участвовать, но поверьте, мы с трудом отстаиваем название нашей Олимпиады, статус республиканской, потому что у тех детей, которые приезжают из разных уголков республики, есть возможность поучаствовать в ней. Потому что если мы отдадим эту Олимпиаду на международный или на межрегиональный уровень, то нашим детям, тем детям, которые здесь живут в нашей республике, в наших школах, нашим детям не будет возможности, большинству из них, попасть на эту удивительную Олимпиаду. Олимпиада собирает всех преподавателей республики. Она собирает до 100 человек каждые 2 года. И каждый ребенок участвует в 9 номинациях и показывает разные грани своего
таланта. Я знаю, что, ну вот еще пару фотографий с музыкальных игр, посмотрите, сколько у нас людей здесь участвует, как это все интересно, это здорово. Дети с огромным желанием ждут, и преподаватели следующего приезда очень серьезно готовятся, и это для нас тоже тот самый высокий уровень, к которому мы стремимся для развития культуры Республики Коми. И завершить я хочу словами Жана Жареса, который сказал, что традиции – это не пепел. Сохранение традиций – это разжигание огня. Мы всеми силами стараемся разжечь огонь в наших студентах, в наших учениках и призываем вас всех тоже к этому. Спасибо. Спасибо Ольге Александровне за такой исторический, культурно-просветительский экскурс в историю музыкального образования Республики Коми. Выйти из показа. Закрываем, да, эту презентацию. И Ольга Александровна, конечно, поведала не только о содержании, да, коми-регионального компонента в структуре уроков, но и об истории музыкального образования Республики Коми. Мы с интересом образования даже школьников ознакомились с этой информацией. И к выступлению нашему присоединяется сотрудник Национальной библиотеки Республики Коми Олеся Павловна Гамидова, которая является координатором Центра музыкального наследия имени Александра Георгиевича Осипова. Здравствуйте, дорогие участники вебинара, педагоги. Я работаю в отделе литературы по искусству Национальной библиотеки Республики Коми. И сегодня я познакомлю вас с ресурсами по искусству нашего отдела, нашего фонда. Этими ресурсами вы можете пользоваться в своей профессиональной деятельности. Наверное, сразу нужно отметить о том, что историческое здание нашей библиотеки сейчас находится на капитальном ремонте, просто чтобы вы туда сразу не обращались. И поэтому у нас два новых временных адреса. Это улица Орджоникидзе, 10 и Катаева, 41. Отдел литературы по искусству находится на улице Катаева. Ресурсы по искусству у нас представлены в двух вариантах. В печатном – это книжный и нотный фонд по искусству, а также краеведческими интернет-ресурсами. Я буду рассказывать только о том, что касается краеведения в нашем отделе. Краеведческий фонд, да, вот так выглядит наше здание, историческое и те места, где мы сейчас находимся. Краеведческий фонд по искусству включает в себя книжные издания по изобразительному искусству, архитектуре, декоративно-прикладному искусству, музыке, театру Республики Коми. Сюда входят альбомы коми-художников, это совсем малая часть, просто я продемонстрировала для наглядности. Здесь есть сценарные материалы, есть литература о народных художественных промыслах, о коми-костюме, книги о коми-фольклоре, различные издания с народными песнями и исследования народного танца. Также, конечно же, книги о коми-музыкальных инструментах. Нотный краеведческий фонд содержит порядка 500 изданий. Это авторские и общие сборники профессиональных коми-композиторов, а также самодеятельных композиторов. И, конечно же, сборники с народными песнями. Отдельная коллекция «Нотные рукописи» содержит более 700 музыкальных произведений. Это оригиналы рукописей с автографами и правками авторов. В основе нашей коллекции произведения профессиональных коми-композиторов. Их творчество представлено такими именами, как Александр Осипов, Яков Перепелица, Прометей Чисталев, Михаил Герцман, Валентина Брызгалова, Александр Горчаков, Татьяна Харитонова и некоторых других еще композиторов. С нотными рукописями вы можете ознакомиться только в стенах нашей библиотеки, но часть из них мы решили выкладывать в общий доступ. Это делается с разрешения композиторов. Об этой возможности я вам расскажу немного позднее. Книги, ноты и альбомы у нас выдаются сроком на 1 месяц с возможностью продления, так что вы можете обращаться за любыми печатными изданиями. Творческая жизнь и жанровое разнообразие искусства Республики Коми освещается во многих источниках печатных и региональных, и
и различных республиканских периодических книжных изданиях. Чтобы специалисты могли легко ориентироваться в этом потоке информации, наша выпустила библиографический указатель «Искусство Республики Коми». Здесь систематизирована информация обо всех отдельных изданиях и статьях в республиканской и районной печати, которые касаются искусства, архитектуры, скульптуры, живописи, театра, декоративно-прикладного искусства. Для удобства поиска это издание снабжено алфавитным именным указателем. Следующее издание, вот вы видите желтым цветом, оно здесь отражается, это Союз композиторов Республики Коми. Здесь собрана информация о членах Союза композиторов с 1978 по 2018 годы. Здесь вы найдете информацию о произведениях, которые были сочинены композиторами, а также о публикациях об этих личностях. В 2018 году нами был выпущен указатель о первом профессиональном коми-композиторе Александре Георгиевиче Осипове. В нем вы найдете большую статью краеведа Надежды Алексеевны Митюшовой о его творчестве и жанровом пути композитора, в полную информацию о его публикациях, о литературе о нем. И нужно сказать, что этот указатель размещен у нас в свободном доступе. Он есть на сайте Национальной библиотеки, на сайте, на страничке ВКонтакте у нас есть вот группа ВКонтакте «Центр музыкального наследия». Там мы разместили нотный архив, конечно же не весь, но многие оцифрованные ноты Александра Осипова. Также там есть видеоархив, видеозаписи нашего проекта. В прошлом году у нас проходило очень много концертов и лекций, вот там вы можете с ними познакомиться. Также, что вам может быть полезно, это минусовки песен. Среди них есть песни для детей в том числе. Минусовки записаны на фортепиано и есть еще баянные, в баянном исполнении. Завершая разговор о печатном фонде нашего отдела, отмечу, что информация обо всех изданиях отражается у нас в электронном каталоге библиотеки. Электронный каталог находится на сайте, и в нем размещены библиографические записи. Да? То есть это не полные тексты, вы там не увидите нот, но вы хотя бы будете иметь представление, что мы имеем, какие ресурсы у нас есть. С помощью каталога можно вести поиск по автору, по названию определенной тематики, и также можно сразу же заказать нужный вам документ с доставкой на один из адресов нашей библиотеки. Единственное, что, чтобы воспользоваться этой возможностью, вам нужно быть зарегистрированным. Но опять же, зарегистрироваться можно в том числе и онлайн на сайте. Давайте перейдем к нашему сайту. Вот так он выглядит. Это только верхняя, да, шапка, скажем так. Там снизу еще есть новости, информация о новинках книжных в самом-самом конце. Но я вам расскажу только о ресурсах. Раздел «Ресурсы» расположен в левой вертикальной панели сайта, и в их числе есть полнотекстовой электронный ресурс «Национальная электронная библиотека Республики Коми». Коротко мы ее называем НЭБ-РК. Это такой ресурс, который включает издания об истории, развитии, современном состоянии экономики, науки и культуры Республики Коми. То, что может вас заинтересовать, что относится к области искусства, это нотные коллекции, коллекции нотной рукописи, как раз оцифрованные рукописи, коллекция изоматериалы и фольклорно-музыкальное наследие Прометея Чисталева. Коротко о них расскажу. Коллекция нотной рукописи содержит электронные копии нот музыкальных произведений некоторых коми-композиторов. Здесь не все наши рукописи. Чтобы получить к ним доступ, вам необходимо зарегистрироваться в библиотеке и вот здесь в специальном окошке ввести год вашего рождения и номер читательского билета. И тогда вы можете и скачать эти рукописи, распечатать, пользоваться ими в своей исследовательской деятельности в том числе. Коллекция изоматериалы содержит краеведческие альбомы, гравюры, оцифрованные репродукции, афиши, плакаты, фотографии и другие материалы. Могут использоваться на уроках по изобразительному искусству, я думаю, в том числе. В коллекции Прометея Чисталева вы найдете уникальные аудиозаписи вокального и инструментального фольклора.
Эти записи были сделаны в 60-х, 70-х годах прошлого века в фольклорных экспедициях по разным районам республики. Записи доступны, к сожалению, только для прослушивания, то есть скачать их вы не сможете, но я думаю, что если обратиться к умеющим и знающим специалистам, как-то можно с этим справиться. Тем не менее, главное, что они доступны для вас, потому что еще несколько лет назад они у нас были в больших бобинах, лежали, просто хранились. То есть мы их оцифровывали, конечно, но не могли рассказать о них. Давайте вернемся к разделу «Ресурсы». Здесь вам может также помочь раздел «Краеведческие интернет-проекты». Среди них культурная карта Республики Коми. Это проект, который познакомит вас и ваших учеников с художниками, скульпторами, писателями и композиторами Республики Коми. Здесь собрана информация о национальных фестивалях, о творческих союзах, о различных памятниках, архитектурных сооружениях, центрах декоративно-прикладного искусства. Это, конечно, фотография, но я вам расскажу, что нажимая на каждый район, вы можете выходить в отдельный раздел, посвященный этому району. Также здесь на правой, получается, в кружочке есть ссылки на такие проекты, как «Театральная республика» и «Республика Коми» и «Большое кино». Проект «Театральная республика» содержит информацию об истории театра Коми, о театральном движении сегодня. В нем представлены уникальные фотографии, документы, афиши, программы, фрагменты спектаклей, оцифрованные репертуарные плакаты, вырезки из газет и журналов разных лет и, конечно же, библиографическая информация для более глубокого изучения этой темы. Проект «Республика Коми» и «Большое кино» освещает фильмы, снятые на территории Республики Коми, рассказывает об актерах-уроженцах Республики Коми и в том числе фильмы, снятые по произведениям местных авторов. Вернемся к культурной карте. Карта представлена в нескольких вариантах. Один из них – это мифологическая карта республики. Здесь каждый мифологический герой расположен на своей малой родине, да? И каждый иллюстрирован. Вы можете перейти по ссылке и узнать о каждом герое более подробно. Здесь есть иллюстрации художников, здесь есть аудиокниги, посвященные героям мифологии Коми. И также здесь есть много источников информации о этих героях, так что можно вести какую-то исследовательскую деятельность. Это касается, конечно, детей больше. Несколько слов нужно сказать о таких возможностях сайта Национальной библиотеки, как запись в библиотеку онлайн. Где сверху я выделила красным цветом активные кнопки «Стать читателем». Вы можете заказать книгу, тут же не уходя с сайта, продлить книгу, заказать мероприятие для вашей школы или учебного заведения. Также мы предоставляем доступ к Литресу. Это книжная платформа. И также вы можете воспользоваться услугой «Виртуальная справка». Вы можете задать любой вопрос, то есть от режима работы библиотеки до более серьезного, до подбора источников литературы для вашей работы. Если вы находитесь в удаленном от Сыктывкара городе или населенном пункте, вы можете воспользоваться услугой межбиблиотечного абонемента. Это такая услуга, она платная, но она позволит вам получить на руки книгу из любой библиотеки России. Более подробно, опять же, можно ознакомиться на сайте с этой услугой. Завершая свое выступление, я должна сказать, что поиск информации сегодня – это достаточно сложный процесс, учитывая разнообразие ресурсов и по искусству, в том числе ресурсов как краеведческих, так и некраеведческих, да, полнотекстовых ресурсов, и нужно уметь ориентироваться в них. Для того, чтобы помочь специалистам решить данную проблему, в нашей библиотеке разработан курс информационной компетенции. Мы обучаем специалистов и студентов средних специальных учебных заведений поиску информации. Также мы работаем со школьниками, и
могу сказать, что курсы помогают сориентироваться в потоке информации, полнотекстовых ресурсах, удаленных, электронных. Мы учим пользоваться нашим электронным каталогом. То есть все, что касается поиска информации, за это мы можем отвечать, и за это этому мы вас научим. Можно по телефонам, представленным на моем слайде. Это библиографический отдел и отдел литературы по искусству. Я рада была сегодня выступать перед вами и прошу, я рада видеть, рада буду видеть вас в Национальной библиотеке, как очно, так и заочно. Звоните, пожалуйста, обращайтесь. От ваших запросов, от ваших обращений, от ваших информационных потребностей зависит в том числе продуктивность нашей работы и в целом уровень культуры и образования в нашей республике. Спасибо. Спасибо, Олеся Павловна. Думаю, что в целях знакомства с региональной культурой и ознакомились с потенциалом Национальной библиотеки Республики Коми, в частности, деятельность моя как преподавателя и моих коллег связана с частыми походами в Национальную библиотеку и изучением краеведческих ресурсов, которые там находятся. Ну и мы ждем окончания ремонтных работ Национальной библиотеки, чтобы ознакомиться с посещать историческое здание этого заведения. И продолжит нашу встречу выступление вновь представителей образования среднего профессионального, но уже касающегося изобразительного искусства и профессии графический дизайнер. И кратко осветит нам особенности регионального аспекта преподавания дисциплины этих направлениях заведующей отделением музыкального образования, дизайна и сервиса колледжа Анастасия Владимировна Рожина. Подключаем, Анастасия Владимировна, вас к собранию. Просьба откликнуться. Добрый день, уважаемые коллеги. Анастасия Владимировна, Меня включите, слышно? пожалуйста, Да, здравствуйте. микрофон и видео. Слышно меня, Надежда Александровна? Нам включить тоже, да? У меня уже- Да. Так, рядом с Анастасией Вас Владимировной слышно. также преподаватель отделения Костылева Анна Александровна. Анастасия Владимировна, Я включайте начну. микрофон Да, слышно? и видеокамеру. Хорошо. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Несколько слов тезисно я освещу по поводу... Микрофон еще раз, пожалуйста, подключите. Вас слышно, все хорошо, микрофон подключен. У нас отключается, у них включается. Мгм. Ну, я продолжу, да? Вы сами должны подключить микрофон, нажать у себя на экране. Ну, мы микрофон включили, и коллеги сказали, что нас слышно, да? Поэтому я продолжу. Да, пожалуйста. Спасибо. Подготовка студентов по профессии графический дизайнер Анастасия Владимировна, в гитарно-педагогическом колледже имени Ивана Алексеевича Куратова началась с 2018 года. Профессия графический дизайнер входит в топ-50 востребованных специальностей и профессий. Обучение осуществляется в соответствии со стандартами WorldSkills. В 2019 году студенты приняли участие в региональном чемпионате WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» по компетенции графический дизайн. Ну вот Надежда Александровна хотела представить как раз фотографии, я ей высылала. Если можно, Надежда Александровна, переключите, пожалуйста, на фотографии, связанные как раз с участием в чемпионате WorldSkills. И хочу отметить, что студенты, которые обучались на втором прошу курсе... прощения за некоторые технические накладки, но Анастасия Владимировна рассказывает, но, к сожалению, не слышно. И Анастасия Владимировна, вы нас слышите? Да. А мы вас нет, мы вас не слышим. Включите, пожалуйста, микрофон на экране.
Но у нас включен микрофон. Коллеги, нужно, чтобы иконка микрофона была не зачеркнута. Но их слышно. Вот она включает. Ну вот модератор говорит, что нас слышно, что у нас все работает. Да, всех. И в чате все пишут, что вас отлично слышно. Почему-то на стороне Кирилла какая-то проблема. Я продолжу. Кому слышно? Нам не слышно. Нам не слышно. Может быть, у вас колонки не включены? Так, я могу продолжать? Я полагаю, что да. Спасибо. Так, ну и мне хотелось бы отметить, что уже в 2019 году, когда впервые наши студенты приняли участие в региональном чемпионате WorldSkills, они вошли в число призеров. И вот это двое студентов, Боброва Яна и Шкандиюк Аделина. Ну, по техническим причинам мы не можем показать сейчас, к сожалению, фотографии с чемпионата. Тем не менее, надо отметить, что для студентов это, наверное, был такой вот праздник, когда они смогли продемонстрировать свои умения и достойно представили наш колледж на региональном уровне. С первого курса студенты активно участвуют в конкурсах и выставках профессиональной направленности, изучают дисциплину введения в профессию. По профессиональным дисциплинам и модулям обучение осуществляется дизайнерами, имеющими высшее образование в этой сфере и опыт профессиональной деятельности. Региональный компонент в обучении графических дизайнеров заложен в учебном плане через вариативную часть. Введена учебная дисциплина «Культура и история Коми-края». И кроме этого, региональный аспект в образовательном процессе также реализуется в рамках таких дисциплин, как история искусств, основа материаловедения, дизайн упаковки, фирменный стиль и корпоративный дизайн и других дисциплин. Об особенностях преподавания профессиональных дисциплин у студентов с учетом регионального компонента расскажет преподаватель Костылева Анна Александровна. Добрый день, уважаемые коллеги. На втором курсе на предмете основы материаловедения мы изучаем различные материалы, так как обучающиеся должны уметь их использовать в своих работах. На практических занятиях студенты работают со стеклом, с деревом, с бумагой, с картоном, с пленками, с тканями и так далее. В рамках изучения работы с деревом студенты расписывали разделочные доски по коми-легендам и преданиям. Ягморт, Йиркап, Зарань, Гундыр, Верса и другие персонажи, кому что нравилось, брали, значит, за основу их и расписывали. Сейчас я продемонстрирую работы у студентов, которые у нас получились. Значит, это у Аделины Шкандиюк была работа. Она изобразила здесь, значит, Йому, да? Получается авторская такая роспись. Видно или не видно? Потом, значит, Ямковая Кристина попробовала изобразить Гундыра. Значит, еще есть у нас работа у Прохач Виктории, где она изобразила Ягмурта. Ну и, значит, еще одна у Холоповой Анны, тоже Ягморт, персонаж. Вот такие вот интересные вещи получились. И, значит, в рамках уроков дизайн упаковки на третьем курсе студенты будут учиться создавать упаковку. Работа предусматривает следующие этапы. Это разработка эскиза, чертежи развертки, вырезание, декорирование и сборка упаковки. В определении тем для упаковок и декоре упаковки будет использоваться как раз-таки региональный компонент. Это орнамент, цветовая гамма, растительный и животный мир. Для декоративной упаковки могут использоваться коми-национальные традиционные элементы. Это национальный костюм, северные пейзажи, посуда из капы из бересты, традиционные росписи и так далее.
В этом учебном году в рамках подготовки курсовых работ, проектов также отражена региональная специфика. Студенты начали работать по темам дизайн упаковки Талицкого молокозавода, это Прилузский район, и дизайн-проект сувенирной продукции к столетию нашего колледжа. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, мы готовы ответить. Анна Надежда Александровна, вы Александровна. слышите? Да. Анастасия Владимировна, слышите меня? Да. Да. И по техническим моментам показываю сейчас как аспект, да, участия в WorldSkills. Вы уже упомянули о них, да, студентов специальности, профессии графический дизайнер. Информацию я покажу чуть позже на презентации, да, и прошу вас уже приступить к рассказу об открытии новой специальности, вернее, продолжение традиций специальности изобразительное искусство и черчение на отделении музыкального образования, дизайна и сервиса. Готовы? Надежда Александровна, да, тогда несколько слов о реализации и открытии новой специальности. Ну, я буквально тезисно освещу вопрос. Если будут какие-то вопросы, то мы можем на них ответить. Да. Подготовка студентов по специальности изобразительное искусство и черчение началась в педагогическом училище, вот как Надежда Александровна отметила, достаточно давно. И если вспомнить конкретный год, это 1966 году впервые была открыта эта специальность. К сожалению, на период 2000-х были кризисные процессы, поэтому в 2014 году было закрыто художественно-графическое отделение и прекратилось обучение в связи с прекращением выделения бюджетных мест для обучения по этой специальности. Однако за период своей деятельности художественно-графическое отделение подготовило очень известных педагогов, деятелей культуры, искусства. Среди них можно отметить такие имена, как Светлана Леонидовна Агеева, член Союза мастеров Республики Коми, которая известна своими изделиями с мезенской росписью, а также Геннадий Николаевич Шарипков, художник, заслуженный работник Республики Коми, и реставратор Ирина Леонидовна Огнева, которая работает на Национальном музее Республики Коми. На сегодняшний день в итоге в школах Республики Коми сложилась ситуация, при которой около 50% школ испытывают реальную потребность в квалифицированных учителях изобразительного искусства и черчения. В отдельных школах эти дисциплины преподают учителя без профильного образования. В 2020 году в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже имени Ивана Алексеевича Куратова было выделено 25 бюджетных мест, и вновь началась подготовка специалистов по этой востребованной специальности изобразительное искусство и черчение уже в рамках отделения музыкального образования, дизайна и сервиса. В соответствии с учебным планом и рабочими программами по специальности, составленными на основе ВГОСа 2014 года, региональный компонент включен посредством использования вариативной части, это 30% части профессиональной подготовки. На первом курсе в рамках изучения дисциплины введения в специальность студенты осваивают азы рисунка, живописи, композиции и уже начали принимать участие в конкурсах творческих работ. Ну, я надеюсь, что Надежда Александровна переключит потом презентацию, и мы с вами увидим рисунок Дарьи Чекариной, которая заняла первое место в конкурсе «Мой народ» межрегионального проекта «Гордость народа. Родной язык». На первом курсе студенты изучают учебную дисциплину «Родной язык» и «Родная литература», что тоже дает достаточно хороший потенциал для освоения регионального компонента. Со 2 по 4 курс планируется обучение в рамках регионального аспекта и по преподаванию таких профессиональных учебных дисциплин, как история изобразительного искусства, композиция, а также в рамках профессиональных модулей преподавания изобразительного искусства в общеобразовательных организациях, выполнение работ в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, организации и проведения внеурочных мероприятий в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также методическое обеспечение реализации образовательных программ по изобразительному искусству.
Исходя из реальной ситуации, сложившейся в сфере образования Республики Коми, прогнозируется востребованность выпускников специальности изобразительное искусство и черчение, которые через 4 года освоят специальность и получат дипломы учителя изобразительного искусства и черчения. Ну вот кратко информация. Если будут вопросы, мы готовы на них ответить. Спасибо за внимание. Спасибо вам, Анастасия Владимировна, за экскурс уже специальности другого направления области искусства. И показываем особенности обучения профессии графический дизайнер и изобразительное искусство и черчение. Прошу внимания на экран, информация об этих специальностях. И надеемся увидеть победителя, студентку первого курса специальности изобразительное искусство и черчение Чекариной Дарьи. Так, и развернем. Вот, прошу, коллеги. Да, позвольте я прокомментирую. Дизайнере, да. Краткая информация о тех навыках, которые освоят специалисты, которые получат диплом графического дизайнера. Ну и на следующем слайде вы увидите непосредственно фотографии с регионального чемпионата 2019 года, в котором приняли участие студенты второго курса. Вот на фотографии снизу вы видите преподавателей, которые готовили студентов и являлись также компатриотами в рамках регионального чемпионата по компетенции графический дизайнер. Это Ирина Юрьевна Гусева, Анна Александровна Костылева и студенты Аделина Шкандиюк, Боброва Яна, которые вот стали призерами этого чемпионата. На фотографии сверху вы видите церемонию награждения участников и также фрагмент вот непосредственно того, как был организован чемпионат в рамках деятельности именно компетенции графический дизайнер. Ну и следующий слайд, если мы обратим внимание, здесь представлена информация по специальности изобразительное искусство и черчение, отмечены навыки, которые освоят специалисты. И следующий слайд как раз демонстрирует работу Дарьи Чекариной, которая уже на первом курсе показала высокий результат, то есть заняла первое место в межрегиональном конкурсе «Гордость народа. Родной язык». Вот она представила здесь графическую работу, отражающие фольклорные элементы, народную культуру, и она показала уже свои навыки работы с графическими материалами. Ну вот, наверное, кратенько все по вопросам. Спасибо, Анастасия Владимировна, вам за хорошее выступление. И продолжая линию вот, изобразительного искусства, мы ознакомимся с информацией, предоставленной учителем изобразительного искусства. У нее здесь был файл открытый. Где этот файл? Ушел. Сейчас вот его надо найти. Где это у нас файл? Тем не менее, мы готовились представить видеозапись выступления учителя изобразительного искусства Плаксиной Ирины Евгеньевны из средней образовательной школы номер 24 города Сыктывкара с темой выступления изучения культуры и народа Коми средствами иллюстрирования произведения каллистрата Жакова Биармия из опыта организации проектной деятельности со школьниками. Сам экран не очень понятно. Где? Демонстрация пошла. В демонстрацию можно. Сейчас мы найдем. Таким образом, о каллистрате Жакове, наверное, нам поведает Ирина Евгеньевна. Напомню, что это значительный коми этнограф, философ, ученый, математик, создатель литературного коми-эпоса. Вот он. Все.
Загружается еще, да? Нет, я не вижу. Я не вижу. Светло. Ну-ка. На экране. Что все уже?
пишет, что такая выполнение. Микрофон. Что не закрыли на это. Если глюки, там что не видно. Не включай. Включай. Нет. Надо отключить. Будет слышно? Остановим. Теперь как выходим? Это закрываем, да? Нет, я не могу закрыть. Вы видите? Чат вы видите? Как удалить чат? Так, это выходит в чат. Все, и практически. Ну, это уже не наш чат. Это Лена Анатольевна Пескова. Где мы тут? Это. Коллеги, уважаемые участники и слушатели, мы завершаем наше мероприятие, да, и по каким-либо особенностям будет слышно, не слышно, но в любом случае мы получили сегодня обмен опытом различных организаций, связанных с реализацией регионального компонента, с аспектами деятельности различных заведений. И обобщая эту информацию, конечно, надо будет принять некоторые решения, и публикации материалов, которые сегодня были нам показаны, которые по техническим каким-то причинам не были полноценно продемонстрированы, эта публикация состоится на портале «Открытое образование». Наталья Геннадьевна Торопова, председатель Республиканского методического объединения предметной области искусства, обещает поддержку и выступающим, и тем, кто хотел опубликовать, поделиться своими материалами и наработками. Ну, а мы будем продолжать свое
творческое, методическое, педагогическое дело и вкладывать свой посильный, да, момент в развитие региона, в развитие культуры и образования Республики Коми. Ну что, надо завершать. Скорее всего, не слышно нас с Натальей Геннадьевной, да, только по... Нет, почему, нас слышно. Слышно уже, Да. да? Я тогда благодарю, выражаю огромную благодарность всем выступающим сегодняшнего вебинара. И мы говорили об искусстве, об образовании, об истории образования и музыкального образования в нашем регионе. И несмотря на все особенности, удаленность, некоторая разобщенность, культура Республики Коми уникальна. И эту тему мы продолжим. И эту тему, конечно, можно продолжать с различных аспектов и сторон. Мы сегодня дали панораму и музыкального, и изобразительного искусства, и фольклорных, этнических моментов в реализации совершенно разных, но тем не менее общих, да, направлений, связанных с искусством. И надеемся на дальнейшую работу по этой. Думаю, что это еще не раз произойдет на различных площадках. И вот хотелось бы вновь упомянуть обратную связь, по каким каналам можно будет найти и меня, и Наталью Геннадьевну. И самое интересное, что материалы, да, по региональному направлению. Вы сейчас увидите электронные адреса колледжа имени Куратова, и мои электронные адреса, и мы открыты для связи. И через РМУ. И через Республиканское методическое объединение ждем информации, предложений, как правило, да? И активного участия, да? И те, кто еще не проводит региональную работу, то думаю, что не страшно теперь, владея информацией, ее и начинать, и продолжать, и присоединяться ко всем, которые сопутствуют нашей деятельности. Мы отключаемся уже, наверное. Да? Ну, благодарю за внимание, коллеги и участники. Отзывы, предложения, просьба направлять по указанным адресам. Мы их опубликуем на сайте КРИРу. Да. По результатам, да. Спасибо за внимание.